То, что Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в нынешнем году наметился рост преступлений, совершенных трудовыми мигрантами, в связи с чем нужно кодифицировать миграционное законодательство и ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом он сказал во время своего интервью Интерфаксу. Как сообщает издание, Бастрыкин изложил мнение, что в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным. По его словам, такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам более успешно раскрывать совершенные ими преступления. В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов. С их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки. Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях тех или иных противоправных деяний, сказал глава СК России. Следует отметить, что геномная регистрация – это взятие образца ДНК у человека. В настоящее время, согласно принятому в 2008 году закону, ее должны пройти лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Также образцы ДНК могут брать и в ходе следственных действий у неопознанных трупов. Такая высокая оценка главы государства должна стать стимулом к дальнейшему профессиональному. Примечательно, что российские правоохранительные органы всегда акцентируют на преступления, совершенные трудовыми мигрантами. При этом, согласно статистике, приведенной МВД России в начале текущего года, число преступлений, совершенных гражданами стран-участниц СНГ, составляет всего лишь 1,5%, 4800 от общего числа преступлений 309 400, совершенных в России. Документы в таком виде. Машина есть?